В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В регионе ситуация с коронавирусной инфекцией остается по-прежнему напряженной. Только за прошедшую неделю коварный вирус унес несколько десятков жизней якутян. Медики считают, что вакцина может помочь перенести заболевание легче. Риски заболеть достаточно высоки. Как обстоят дела с вакцинацией в Алекминском районе? Сегодня наш гость Анна Гаврильева, главный врач Алекминской центральной районной больницы. Анна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько на сегодня в вашем районе больных с коронавирусной инфекцией? Как организовано их лечение? По состоянию на 26 октября у нас в ковидном госпитале получают лечение 54 человека, из них 1 человек находится в реанимации. На амбулаторном лечении находится 166 человек, взрослых. 84 – это жители города и 82 – жители села. Также детей у нас 19 детей болеют, 15 в городе, 4 в селе. На медицинском наблюдении находится 116 человек. Случаи новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в городе Алекминске, в населенных пунктах Токко, Волбут, Кетчи, Юнкюр, Улхан-Мулку, село Алекминское, Бирюк, Тасанна, 1-й, 2-й Нерюктяинск, Троицк, Чапаева, Мача, Саньяхтах, Тяня, Абага, Бескюль. Из 54 получающих стационарное лечение вакцинацию получили всего 7 пациентов. Это составляет 13%. Они госпитализированы в связи с имеющимися сопутствующими заболеваниями и хроническими заболеваниями, и это в основном лица старше 60 лет. Но как показывает практика, вакцинированные тоже болеют, но они переносят болезнь намного легче, и они не попадают на реанимационные койки. Общей смертности за 9 месяцев от ковида умерло 22 человека за 9 месяцев 2021 года. Да? Это составляет всего 9,7% от общего числа смертности. Но если говорить о вакцинированных, сколько всего вакцинированных в районе, в каких отраслях больше всего получили вакцину? Всего вакцину получили 9067 жителей нашего района, что составляет 47% от общего числа взрослого населения. Вакцинацию от гам-ковидом получили 6464 человека, в том числе старше 60 лет 1178. Эпивак корону получили 9110 человек. И спутник Лайт там привились 197 человек. Вакцинацию в отраслях очень хорошо организована вакцинация. Хочется отметить работники образовательных организаций, предприятий промышленности и медицинские работники, также лица старше 60 лет тоже очень хорошо получают вакцинацию. Какая вакцина имеется у вас, в достаточном ли количестве, и как вакцина доставляется в отдаленные населенные пункты? На сегодняшний день у нас в районе имеется вакцина гам-ковид и спутник Лайт в достаточном количестве. Всего освоено 67% от поступившей вакцины. В труднодоступные отдаленные населения у нас вакцина была доставлена во время закрытия водного транспорта с помощью глав муниципальных образований. Хочется поблагодарить глав, которые всегда нам помогают в доставке вакцины, медикаментов. У нас 75% населенных пунктов, они считаются труднодоступными. Немного отойдем от темы коронавируса. Как в Алекминском районе в целом обстоят дела с медицинскими кадрами? Помогает ли программа «Земский доктор»? У нас на сегодняшний день врачей работает 66 человек, среднего медперсонала 253, младшего медперсонала 81 человек. В этом году с начала января 2021 года к нам прибыло 11 врачей.
Это врач-бактериолог, анестезиолог, реаниматолог, терапевт, акушер-гинеколог поликлиники, врач-клинический психолог. Также наши ряды пополнили молодые специалисты, врач-терапевт участковой Чапаевской врачебной амбулатории и Саняхтарской врачебной амбулатории. После окончания ординатуры по целевым договорам с нашей больницей в этом году прибыли 3 врача. Это рентгенолог, врач-эндокринолог и врач-педиатр в детской поликлинике. По программе «Земский доктор» в 2021 году заключен 1 договор с врачом-акушер-гинекологом. У нас имеются неосвоенные квоты по средним. Это фельдшер в селе Добан, фельдшер в селе Урицкого. Также у нас неосвоенная квота врача-терапевта участкового в Токинской врачебной амбулатории. Анна Михайловна, все-таки хочется понять, хватает ли медперсонала для больниц Алекминского района? Конечно, имеется нехватка. У нас укомплектованность врачами составляет 67%, в среднем медперсоналом 80%. Активно ведется работа по привлечению кадров. Мы активно участвуем для привлечения врачей в ярмарках, которые проводятся совместно с Министерством здравоохранения и ЦУФУ. В этом году средний медперсонал у нас закончили 33 человека сестринское дело филиала Нерюнгринского медицинского колледжа, которое у нас открыто на базе Алекминского техникума. В 2021 году также ожидаем 2-й выпуск медсестер. На 2022 год планируем совместно с Нерюнгринским медицинским колледжем открытие лечебного дела на 25 мест. Расскажите о центрах амбулаторно-онкологической помощи. Они созданы для диагностирования онкозаболеваний? В декабре 2020 года у нас открылся центр онкологической амбулаторной помощи, что очень удобно для жителей нашего района. Да? Если раньше наши жители ездили для получения химиотерапии в городе Якутск, то с декабря прошлого года мы химиотерапию проводим здесь, у себя, в Алекминском районе, что для жителей и для ЦРБ очень удобно. На сегодняшний день у нас в районе состоит на учете 293 онкологических больных, из них химию получают 22 пациента. Они, вот как я ранее сказала, химиотерапию проходят в Алекминской ЦРБ. Несмотря на пандемию, мы подключаемся к работе скрининговых проектов. Это внедрили онкопоиск САХА-РФ, открыли кабинет онкоскрининга. Это целенаправленная работа ведется по выявлению злокачественных новообразований. Как оснащена центральная районная больница, каким оборудованием располагает и могут ли врачи оказывать высокотехнологичную помощь? Оснащенность Алекминской ЦРБ медицинским оборудованием составляет 78%. Из тяжелой техники у нас имеется КТ-оборудование, также имеется СДУГА, это спонсорская помощь Транснефть-Восток, которая была оказана в 2021 году. Также у нас имеется УЗИ экспертного класса. Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции стало очень большим подспорьем приобретение КТ-оборудования. Да? То есть у нас отсутствует ПЦР-лаборатория, мы работаем по КТ-снимкам и по ИХ-тестам. То есть для оперативной работы это очень помогает. Ну и в завершении вернемся к теме коронавируса. Ожидается целая нерабочая неделя в Якутии. Расскажите, где жители Алекминского района могут получить вакцину от коронавируса?
нерабочие дни Алекминская ЦРБ будет работать в штатном режиме. У нас пункты вакцинации открыты во всех структурных подразделениях, по всем населенным пунктам. Также в городе Алекминске будет работать и взрослая поликлиника. Поэтому приглашаем всех жителей Алекма подойти и получить вакцину от новой коронавирусной инфекции. Анна Михайловна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаем успешной работы, в первую очередь, в борьбе с коронавирусом. До свидания.